Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто о вас сейчас думает, что думает. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику. Кто вы, кто пришел на расклад. Здесь очень сильный человек внутри, порядочный человек. Проявляет себя именно во внешний вид таким интеллигентным, умным человеком. Ну и в принципе вы человек, который стремится обучаться. Вы знаете, вы очень легко, как губка, впитываете знания, языки, возможно. Тут у кого-то есть очень много каких-то воспоминаний, которые вы вот помните до деталей, как наизусть. И вы еще по характеристике человек, с которым всегда можно найти общий язык, договориться. Вы скорее входите в разные круги общества, слои общества, где вы можете, опять-таки, быть своей, быть на одной волне. У вас это очень хорошо получается. Также вы человек, который не требует к себе какой-то заботы, он сам заботится о себе. Здесь вот показывает целостная личность. И здесь можно еще так сказать, внутренняя гармония. У вас есть какой-то порядок внутри, в голове. Есть какая-то структурность. Вы отличаетесь от других людей, и люди могут считать, что вы какая-то другая, иностранная или не с мира этого, вот какая-то совершенно другая. Вы знаете, у вас всегда даже ревновали подруги к другим подругам. У вас появится подруга, а потом знакомые какие-то, да, и вот подруга ревнует к кому-то еще, да, дабы вы не обзавелись еще какой-то подругой. Вот такое что-то есть. А в отношениях тоже такая же. Вами собственничают. Вот вы чья-то вот как собственность. Моя и все. Да, вот люди вас держат своей. И, знаете, ценят вас. А в вашей жизни, возможно, здесь не так-то, да, все просто, что касается чувств, отношений. Притом, знаете, вы хотите пойти на мир, вы хотите пойти навстречу, но вот здесь вот какие-то люди, которые могли или быть непорядочными по отношению к вам, именно это касается партнеров, или же, да, вот здесь могли вас вот держать как собственность, ты моя и все, но сами могли прелюбодействовать или смотреть куда-то в другую сторону. Да? У кого-то здесь показывают, здесь верующий человек, здесь человек такой правды, который, вы знаете, не любит какую-то ложь, фальшь, вот эту вот скользкость, да, вот ему конкретно вот все надо по делу. И вы как-то стараетесь обходить таких скользких людей, не связываться с ними, не входить с ними в близкий контакт. Вы чувствуете, что вот от них какая-то вот беда, да, или вот какие-то проблемы, сложности могут быть. Может, даже в общении вам просто неприятно с такими людьми находиться. Хотя вы можете и с такими людьми найти общий язык. Пусть даже искусственно, но все же вы можете. Человек здесь показывает скорее, вы где-то проживаете в другом месте, не там, где вы родились. Человек, который колесит по миру или по городам. Также из квартиры в квартиру, может быть, да, поменяли много мест жительств. Здесь показывают у вас еще очень, знаете, но здесь долгожитель человек, и у вас очень крепкие
Нервы, так можно еще сказать, да, стальные нервы. Когда вы умеете терпеть, ждать. Человек очень душевный, активный, общительный. И вы, знаете, вы иногда бывает, вот как здесь вижу, не тем людям открывали душу. Вот вы честно, сердцем любя или надеясь, да, доверяя, не тем открывали душу. И мне кажется, здесь больше даже вот по отношениям, что касается отношений, тоже не тем открывали душу, не тех подпускали. Сейчас вы только можете созерцать, понимать, да, вот что не те люди в вашей жизни были. У кого-то даже вот есть такое чувство, я бы хотела время вернуть назад. И вот что-то, да, поменять, о чем-то можете жалеть, сожалеть сейчас, на сегодняшний день. Но вот что-то бы вы поменяли бы. Сделали бы совершенно по-другому. Или даже это может касаться выбора партнера. Вот я бы на тот момент выбрала бы лучше Колю, нежели Васю. Да, хотя у меня был выбор, а вот я выбрала Васю. И о чем-то сожалею. Человек также хватается за возможности какие-то на сегодняшний день. Здесь есть какая-то... Работоспособный вы человек, но здесь какая-то есть сложность в работе. То есть здесь какое-то присутствие невидения вот этого будущего в этой работе, перспектив. Возможно, кто-то собирается откуда-то уходить или менять место деятельности, искать какой-то дополнительный доход, может быть, дополнительная профессия. И знаете, у меня идут какие-то вот кадры ленточные такие. То ли у вас какие-то снимки вы просматриваете, старые фотографии, то ли, знаете, вот ваша жизнь, она вот в каких-то вот таких вот кусочках. Воспоминания могут быть, ностальгия какая-то по прошлому, что-то вы из прошлого, из старого прошлого вспоминаете. Когда вы преодолевали какие-то сложности, и вот как вы с ними справлялись, и вот как на сегодняшний день это отражается на вашей жизни, вот что-то в таком духе, да, вот что вам что-то помогло. В прошлом, да, вот какие-то ситуации, может быть, даже это уже стало каким-то рефлексом, может быть, или чем-то навыком, что вам сейчас это помогает в жизни. Может быть, трудоспособность, или вот, да, когда не было столько всего, сколько сейчас в этом мире, например, и вы вот как-то справлялись, жили, да, не прибеднялись, не плакали. Вот. И сейчас вы готовы даже, да, с легкостью как-то и отказаться. Притом, знаете, вот как-то у вас такое чувство, что раньше было лучше, раньше было в чем-то спокойно, а сейчас можете о чем-то тревожиться. Тревожность здесь больше идет о будущем. Здесь, знаете, вот что касается отношений, вы не так паритесь насчет отношений, как вы больше беспокоитесь о своей какой-то, может быть, стабильности, о своей работе, деятельности, да, если я закончу эту деятельность, чем я буду заниматься дальше, если меня уволят, чем я буду заниматься дальше. Вот вас затрагивает остро эта тема. Также здесь еще могут стоять какие-то вопросы о каком-то переезде, перемещении. Кто-то куда-то собирается перенаправляться, но не знает как. Здесь вот какая-то есть двойственность. С одной стороны, не хочу, но с другой стороны должна, да, или как-то нужно это сделать. Вот чего-то вы там хотите совершить, какой-то шаг, вот именно к чему-то будущему, к лучшему. Хотите улучшить свою жизнь. Также здесь, что касается отношений, вы чувствуете, что вас кто-то или обманывал, или обманывает в чувствах. Здесь нет искренности. Вы хотите настоящих, теплых, приятных чувств, где есть какое-то доверие, но вы уже в это скорее даже и не верите. Вам кажется, везде в чувствах обман, или каждый ищет для себя какую-то выгоду от вас. Вот так вот. Вы здесь, знаете, вот вселяете все же в себя надежду найти кого-то, да, или же у вас все же остается место для любви в сердце, да, надежда вот эта вот любви. Также здесь вы человек, который всегда вот как-то
Знаете, вот вы о чем-то мечтаете, и вот со временем у вас это сбывается или так происходит. Может быть, вы чувствуете. Здесь, кстати, есть в вас такая чувствительность, но в то же время, знаете, еще чувствительность ваша может проявляться в вашей характеристике. Вы очень чувствительны. Вот вам сказали как-то, да, вы вот покраснели, например, или взяли на себя, близко к сердцу, или же просто отзеркалили это на себя. Думаете, что говорят о вас, да, а не хотели конкретно вас задеть, а о чем-то общем, но вы вот как-то, бывает, перенимаете на себя. Обижаетесь, может быть, даже потом. Хорошо, давайте еще посмотрим о вас. Очень теплый человек, очень приятный человек, чувственный, опять-таки здесь показываю, да, чересчур чувственный. Знаете, вот даже некоторые фильмы вас могут просто ввязать в слезы. Или же какие-то ситуации, когда, например, животное на улице где-то бездомное, да, вот в слезы. Или, в принципе, какие-то такие тонкие ситуации жизненные вас кидают в слезы. А в то же время, если вы смеетесь, то вы хохочете. Да, вот здесь такой очень эмоционально чувствительный человек. Здесь показывают как будто бы второе перерождение, может даже и третье перерождение вас. Вы сейчас заканчиваете какой-то урок. Здесь то чувство, когда кто-то в прошлом не прошел урок, но вот этот урок перешел на вас. И вот сейчас проигрывается какая-то ситуация из жизни, похожая на жизнь того человека. Человек по вашему роду. Идет сюда слово такое. Человек, который был склонен, вы знаете, что-то взять, да, но не иметь совести. А у вас же есть такое наоборот. Вы что-то, если чужое возьмете, не дай бог, да, вот нечаянно, вам уже неприятно от этого. Вот здесь такая чистая совесть. Здесь проработки. И здесь не только об этом речь. Здесь обо всем, да, о многом чем-то таком, что проигрывается из прошлого. Чьего-то прошлого по вашему роду. И вот вы сейчас тот же сценарий проигрываете, но переделываете. Переделываете свою жизнь. Знаете, вас, кстати, правильно кто-то подтолкнул. Один человек, который сказал вам четко и ясно то, что является на самом деле вашей данностью, вашей миссией. И здесь определенно есть какие-то задачи, которые вы сейчас выполняете. Может быть, даже как-то машинально, но вы чувствуете сердцем, что вот так надо делать. Понимаете? Хорошо. Проигрывают энергии, смотрим дальше. Кто о вас сейчас думает и что думает? Здесь о вас думает человек с работы, скорее даже женщина. Думает, вот смотрит на ваше кресло или на ваше рабочее место, или то, чем вы занимаетесь в целом. Это может быть работа на расстоянии, это может быть работа в одном каком-то коллективе, на ваше конкретное место, где вы постоянно находитесь. И, вы знаете, человек как созерцает, что вы очень много работаете, непосильным трудом. У вас какой-то есть порядок на рабочем месте или порядок в вашей деятельности. Также человек видит какие-то заслуги ваши и притом понимает, что вот мне нужно перестраиваться. Здесь идет зеркало, да, здесь человек пытается вот на самом деле как-то равняться на вас или быть похожей на вас. Старается вот какой-то навести порядок. У вас есть порядок,
у вас есть вот какая-то такая деловитость, и у вас есть какая-то манера общения, может быть, поведение вашего, да, вот, которое подразумевает успех в какой-то степени, или то, когда вы можете чего-то добиться. Эта дама вот смотрит на вас, и даже есть какое-то некое такое удивление, что вот так легко что-то можно совершить, сделать, да. Вы что-то делаете или как-то работаете определенно, что вот вам чего-то удается, у вас получается. И она вот смотрит на вас как на взор, как на образец, как на пример для подражания. И вот пытается уловить какие-то вот ваши, да, поведенческие, например, мотивы, ваше поведение в целом, скопировать как-то вас. Хочет тоже изменить в чем-то свою жизнь, свою характеристику, поведение свое в чем-то. Получить вот тоже какой-то успех. Знаете, ее вас даже в чем-то иногда не хватает. Вот здесь такое чувство, когда вы появляетесь на рабочем месте, с вами очень интересно. С вами есть о чем поговорить. У вас очень глубокий мир, интересный мир. Вы в какой-то степени фантазер, новатор, идейщик, да, человек, который приносит какие-то новые идеи. И вот вас интересно послушать. Также здесь может речь идти о каких-то новостях. Даже, вот знаете, человек вас пытается считывать вашу характеристику через ваш разговор. И когда вы говорите, вашу манеру разговора. Копирует. Надеется на лучшие результаты в своей жизни. Очень хочет быть сильно похожей на вас, сильной. В вас проявляется какая-то сила. Она видит вашу стойкость, она видит в том, что вы на самом деле куда-то продвигаетесь. Она тоже хочет расти. Здесь вот такая, знаете, даже может быть характеристика любопытства у этой дамы. То есть она может у вас спрашивать что-то, задавать какие-то вопросы, но это все ради улучшения себя. Она хочет наладить свою жизнь. Здесь, возможно, даже здесь дети. У данной дамы есть или ребенок, или дети. Он пытается, вот знаете, как-то вывести какую-то ситуацию. Здесь может быть сложности у нее в семье. Поэтому она здесь присматривается к какому-то вашему порядку или к вашему поведению. Видит просто, что вы в чем-то продвигаетесь, у вас и есть в чем-то успех, учится у вас. Хорошо, кто о вас сейчас еще думает? Знаете, вот сразу сюда пошла информация, сейчас пошла, о том, что о вас думает женщина, она как будто бы выше на порядок, но при том досмотрит за вами и видит какие-то свои ошибки, что она чего-то делает неправильно. Здесь человек себя корректирует до идеализма или хочет быть в чем-то идеальным. Вот так вот. Смотрим дальше. Кто еще о вас думает? Сразу вышел мужчина. Здесь мужчина вами заинтересован очень, любуется вами, очарован вами. Здесь такой ключевой момент. Она меня соблазняет. Есть такое чувство предвкушения, что вот-вот что-то будет, или вы познакомитесь поближе. Вы навряд ли знакомы, но вы видимы друг другу. Мужчина вас видит. Такое чувство, как будто бы замечает или в толпе людей, да, или где какое-то скопление людей, общество людей, большое общество. На постоянной основе. Но есть или представление, вы и он, да, как пары. Или вот, да, такое чувство, что все-таки мы сойдемся, да, как-то. Судьба столкнет нас. Здесь, может быть, даже и мужчина ищет к вам какой-то повод. Повод, чтобы вы могли сойтись вот как-то. О чем-то хочет с вами даже и поговорить, начать разговор.
Я бы еще так сказала сюда, что он очень внимательно рассматривает на вас какие-то детальки. Здесь детали могут связаны быть с вашей внешностью. Знаете, он даже что-то такое вот как фантазирует, например, ваша одежда, да, в чем вы сейчас одеты, и он вот представляет, что вы сейчас в чем-то другом. Например, у него есть определенный какой-то образ, да, одежды, какая она должна быть на женщине, вот классная одежда, да, что на женщине классно. Например, у каждого свои какие-то вкусы. У кого-то джинсы обтягивающие, у кого-то платье обтягивающее. Вот здесь что-то об обтягивающем таком. И вот человек вас в этом представляет. Он видит в вас какой-то одежде, но вот понимает, что это как будто не ваше. Да, вот это не ваше или не ваш цвет. Вот ей бы вот так, да, определенно какой-то составляет образ. Также здесь идет речь и о характеристике, о внешних данных. Плюс человек присматривается к вашему телу, да, к каким-то частям вашего лица. То есть, может быть, даже манерности. Есть что-то такое, что человека не отпускает. Человек как будто бы думает об этом постоянно. Как вот только встретил, да, и все, и началось, и надолго. У человека сейчас сложности в отношениях. Ну, там вообще все пиши пропало, можно так сказать. Поэтому человек на вас обратил свое внимание. Здесь, возможно, уже долгое время, может быть, все плохо в отношениях у этого человека с кем-то. Человек сейчас очень много переживает об этом. Переживает вообще о том состоянии, которое он сейчас проживает. То чувство, как будто бы больше нельзя. Вот какой-то лимит исчерпан. Да? Вот, было у меня уже 3 женщины, хватит. Ну, куда, да, например. Там, или было 10 женщин, хватит. Вот какая-то остановка есть. Но при том он не отказывается от вас. Он смотрит в ваш адрес, но он уже боится. Возможно, даже не боится, да, а человек понимает, что это уже вот как может также повториться. Да, какая-то ситуация. У человека здесь, я бы сказала, проблемы могут быть связаны со здоровьем, плюс дополнительно здесь расшатано что-то в отношениях, все печально, да, и здесь человек старается изо всех сил даже в больном состоянии, в слабом каком-то состоянии, да, зарабатывать, двигаться именно в работе. Здесь пытается себя отвлечь, возможно, даже работой. Уходит в работу, задерживается на работе. Тут почему-то есть такое представление, что вы будете вместе с данным партнером. Он так считает, что не все потеряно, что у него есть какие-то шансы. Также человек смотрит на несколько поводов подхода к вам. А здесь может быть даже вот какой-то такой тихий разговор в тихой обстановке. А будет ли? Да. А здесь не будет повода. Здесь будет вот какое-то столкновение такое, да, что хочешь не хочешь, да, вот столкнулись и надо о чем-то заговорить. Возможно, можно сказать повод, но здесь не будет то, что он загадывал, задумывал, это будет не по его сценарию, да. Вот он загадывал подойти к вам так, собирается подойти так, а тут вышло все иначе, застряли в лифте. Ну, кто знает, да, вот по-разному у всех. А здесь у него такие чувства, да, что вы женщина непростая, что вы сама справляетесь с какими-то проблемами в жизни или, в принципе, по себе сильная женщина, которая умеет справиться с какими-то сложными ситуациями, процессами.
Видит вас женщину такую неразгаданную книгу, загадку, да, а вас еще нужно угадывать. Возможно, даже если вы и общались с человеком или вот как-то где-то сталкивались, но у человека здесь вообще информации нет. Ему остается вот здесь только что-то додумывать, дорисовывать о вас. Но здесь больше смотрит на ваши внешние данные. Вот как лицо, да, на обложке журнала. Вот тут такое же есть, что вот я любуюсь с ней, и я знаю ее только внешне, да, а внутри нет. Он, кстати, в вашей характеристике может привязывать что-то вот надуманное опять, что у вас характер такой, вы женщина с характером сильная, если вам что-то не нравится, можете психануть, да, или резко отказать. Но при том, знаете, он видит в вас парность, да, вы вот очень сильно с мужчиной похожи чем-то. Может быть, даже взгляды здесь похожи. Здесь у него такой взгляд, да, у вас тоже, вот вы поддержите, у вас то же самое. Вы также думаете, как он. Но он такой человек-стратег, стратегический, с планом всегда идет. Не в омут с головой, вот как-то так, да, вот все он продумывает. Он практичный очень. Отступать не будет. Человек пойдет к вам, но даже если у вас кто-то есть, все равно человек будет как-то пытаться с вами взаимодействовать. Здесь хочешь, не хочешь, страх есть, что у вас кто-то может быть. Он не хочет быть здесь третьим лишним, да, но все же действовать будет. Я вижу ваше сопротивление или отказ, да, может быть даже произойти так, что у вас нету времени просто, или давай отложим это на потом. Вот как-то так, вы особо не хотите. Да, вы хотите чувств. Здесь может быть даже так, что человек здесь будет что-то предлагать, но вам что-то не понравится. Вы уйдете в свое. У вас есть чего-то лучше. Почему-то вы смотрите в другую сторону все. Отворачиваетесь. Что-то может не понравиться. Но это ваш выбор. Смотрим дальше. Кто о вас сейчас думает? Здесь не думают, здесь воздействуют. На расстоянии воздействуют, слушайте. Ну, вот тут человек пытается воздействовать на то, чтобы забрать у вас что-то. Вот как украсть. Это не его, это не принадлежит данному человеку. Но человек что-то у вас хочет украсть. Здесь дело о красоте, о здоровье, о семейном благополучии, о деньгах, о любви, да, обо всем. Человек хочет забрать у вас все ваши какие-то ресурсы. Также здесь у человека большая зависть по отношению к вам. Но здесь ничего не получится сделать. Здесь может быть легкое. Легкое, вот знаете, легко почувствуете что-то такое, что вот как обошлось царапиной. Человек воздействовал, да, например, с помощью каких-то заговоров, ритуалов, да, практики какие-то делал. Но здесь обошлось все, вот, или какой-то дурной сон. Или даже, да, может быть так, что человек придет к вам во сне. А вы этого человека знаете. И вы знаете, такое чувство, что человек где-то близко был с вами, а потом раз отдалился на какое-то расстояние. Потому что здесь человеком владеет зависть. Это не только вас касается, это в целом, да, люди такие есть, завистливые. И вот человек завидует черной завистью. Поэтому хочет, он видит, да, женщина красивая, здесь красота есть в вас. Здесь все вам идет.
Плюс все у вас есть, да, и вот это начинает угнетать человека. Человек хочет вашего обнуления, да, вот может быть какой-то бедности, когда вы ходите и просите, помогите, вот так вот, да, вот какого-то унижения вашего, чтобы вы унижались. Здесь могло быть так, что вы почувствовали на самом деле что-то такое легкое, неприятное, но легкое. Царапина на автомобиле. Или пошла, споткнулась, да, и сломался каблук. Или еще что-то, поцарапала дорогую сумку и так далее. Вот что-то такое. Да, это может быть какое-то имущество, это может быть даже какие-то вот царапины на теле. Или ударилась. Вот именно по вам, по вашим точкам. Понимаете, вот здесь по болевому чему-то, но здесь на самом деле вы обошлись царапиной. Очень хитрый и подлый человек. Здесь, знаете, у человека такое чувство, что жизнь побила из-за любви, и поэтому человек мстит остальным. Красивым, успешным женщинам, да, вот такая вот дама. И здесь есть, да, здесь очень холодная, знаете, даже, я бы сказала, странный язык, дерзкая. Вы можете даже заметить по поведению, что не все так гладко у данного человека в жизни, потому что человек себя ведет негативно. Вы могли даже заметить последний раз, когда вы с данным человеком общались, что человек психовал, злился. И вы чувствовали, вот какая-то исходит зависть. Зависть на пустом месте даже. Вот так вот. Давайте посмотрим еще, кто о вас сейчас думает. Тот, кто вас еще не отпустил. Но здесь чувство, что вы, может быть, вернетесь, да, такие надежды подаете. Может быть, она еще вернется. У этого человека есть какие-то у вас секреты, также есть какие-то ваши вещи, личные вещи. Кармический партнер – это мужчина. Мужчина подался сейчас в религию. И такое чувство, это не его религия, но все же, да, человек во что-то верит. Определенно у каждого есть какие-то свои пути, выбор и так далее. И поэтому человек выбрал именно этот путь. Кто знает, да, человек был православный, стал буддистом. Вот что-то такое вероисповедание. Человек пытается вот как-то очистить себя. Притом, знаете, вот не может вас выпустить из головы, забыть хочет, но не может. Даже вот злится, когда вспоминает вас. Вспоминает то, что в прошлом, когда вы были вместе, такое было чувство, да, что это навсегда. Но здесь в одночасье как будто бы резко что-то изменилось. Вы поменяли отношение к этому человеку. У человека есть какая-то внутренняя утрата, и что уже, да, вот в ком-то другом человек никого не хочет искать. Возможно, человек пребывает в одиночестве, человек здесь может отвлекаться, да, вот на распитие, может быть, каких-то напитков или вот каких-то гулянок время от времени, но все же в целом, да, это внутренне закрытый сейчас человек. Здесь вот такая стагнация, абстрагироваться от всего этого мира, да, вот такое что-то есть, уйти куда-то, убежать вот в лес, посидеть там, да, вот какие-то именно места пребывания, где он один, этот человек, пытается вот как-то защищаться от мыслей о вас. Здесь такое чувство, что как будто бы был какой-то треугольник, может быть, даже четырехугольник. Здесь, знаете, вот даже складывается у него чувство, что во время отношений с ним вы ему изменяли, да, или вы были с кем-то, находились в тайных отношениях. Думает о том, что
вы себе сейчас безбедно живете, преодолели какие-то сложности, и что, в принципе, вам любые сложности по плечу. Здесь женщина-императрица, здесь совокупность всех женщин, да, у вас есть все, у вас есть определенный внутренний ресурс, поэтому есть все, да, здесь императрица выходит, женщина, та, которая сама себя сделала, та женщина, которая не нуждается в чьей-то помощи, она может все сама. Здесь и сила есть, и вот смотрите, женщина тащит на себе все сама, вытянет любое дело, любой груз, да, вот как-то живет припеваючи. Но говорит о том, что вы вот уже, когда он видел вас в отношениях рядом, да, вот что вы к чему-то лучшему идете в этой жизни, а он вот не стоит ничего. Может быть, даже у человека опустилась самооценка о себе. Также здесь человек может обвинять кого-то, кто лез в ваши отношения, или какой-то мужчина конкретно лез в ваши отношения и разрушил их, да, или это какое-то третье лицо, может быть, мама, да, или родители, там, братья, сестры и так далее. Вот кто-то конкретно рушил семью, обнулил. У человека здесь остается очень много злости при наблюдении за вами. Где-то он за вами наблюдает, видит вас. Видит, что вы можете все, если вы этого только захотите, да. Захотите шансов, будут шансы. Захотите возможностей, будут. Захотите на ту работу, будет. То есть у вас вот как-то все по щелчку пальцев сбывается. Он это замечал во время даже отношений. То, чего вы хотели, вы получали. Вы знаете, вы растете, вы не останавливаетесь, вы в чем-то улучшаетесь. Вы стали даже прекраснее, нежели были, вот как он замечает. Его это в чем-то раздражает внутри. Он не растет, он стоит на месте. Вот он, знаете, еще говорит, что вам в чем-то очень сильно повезло или посчастливилось. Вы постоянно ловите какую-то удачу, фортуну, вам в чем-то постоянно везет. Вы находитесь всегда в нужном месте, в нужный час, с нужными людьми и так далее. Да, вот как будто бы все вокруг и Вселенная ориентированы только на вас. Вот как-то так. От него как будто бы удача отвернулась. Он не видит какого-то смысла продолжать чего-то там жить или жить в совокупности с обществом. Да, вот здесь вот какое-то отшельничество может быть или одиночество тотальное. Человек выбрал одиночество, может быть, с бутылкой, да, вот как-то так, пошел на дно. Но он надеется все же, да, что что-то возобновится почему-то. Вот здесь есть такое. Или когда вы станете старше, вы о чем-то подумаете, вспомните его, может быть, да, и вернетесь к нему. Человек готов ждать вас до старости. Вот тут смотрите, какой упертый бык, да, готов вас ждать до старости, что вы ответите взаимностью какой-то, да, или напишите, может быть, дадите какой-то сигнал. Человек ждет, возможно, даже вот каких-то знаков или... Человек вот надеется, да, все же, что случится какая-то интересная история между вами. Здесь вот есть надежда, греет его сердце надежда о вашей чувственности, а у вас чувств нету. Вы знаете, вы с этим человеком, возможно, много чего натерпелись, пережили. Вы сейчас не хотите вообще возобновлять чего-то из прошлого. Даже вам это и не интересно. Да, вот это как пойти снова в первый класс. Вот как-то так, начать все с нуля. У вас есть какой-то свой, сбалансированная жизнь. Вы никуда ничего не хотите. Вы не хотите чего-то даже менять на прошлое вообще. У вас здесь стабильность. Спокойствие такое, внутренняя гармония. Что тяготит вас только прошлое и обманы какие-то из прошлого, из-за которых вы себя вот в чем-то даже вот перекроили, изменили свое поведение. Притом, знаете, вы остаетесь человеком, человечный, не жестокая. Бывает, люди ужесточаются, вы же остаетесь человечные. Вы умеете на самом деле и приголубить, и погладить, и посожалеть, и пожалеть, да, вот пригреть. Вот такое у вас есть. Есть сердце. Ну,
Тут о вашей силе идет речь. Говорят то, что вы очень сильная. Вы знаете, вы совсем легко справляетесь. Возможно, или пользуетесь какими-то ритуалами магии, да, вот с чем-то вы очень легко справляетесь. Внутренняя сила. Также вы человек, который, в принципе, может быть, проявляет себя по дураку простачком, на самом деле очень хорошо умеет манипулировать, продавливать на нужные точки, на нужные кнопки. Или давить на нужные кнопки и получать какие-то возможности, или добиваться своего, то, чего хотите вы. Вот такое есть. Притом прикидываетесь, да, такой, как люди вот думают, что спокойной, простушкой такой, серенькой. На самом деле вы не такая простая, как кажетесь. А вас думает человек, который вас очень хорошо знает из прошлого. Тоже сожалеет о чем-то. Знаете, здесь даже есть такое чувство сожаления, образовались какие-то даже комплексы к себе, да, вот что вот я не дотягиваю до такого уровня, которого она добилась, вот эта женщина, вы. Вы добились высокого уровня, высокого положения, или вы сейчас находитесь в лучшем городе, на лучшем месте, да, или еще что-то вот такое. Занимаете какую-то хорошую должность, или у вас определенно что-то есть. Квартира, машина там и так далее. Человек вы, который постоянно вот не сдается, да, вот вас уже опускают на дно, а вы все равно раз так всплыли, вот, и поплыли себе дальше. Опять на дно вас опускать пытаются, акулы кусаются, а вы раз тогда вот как-то умеете ловко уворачиваться от каких-то проблем в жизни. Вообще здесь даже, я бы сказала, вас кто-то побаивается из-за этого. Но за вами, я вам говорю, пристально наблюдают за вами. Да, вот посмотрите, наблюдают. И боятся подойти, потому что у вас в руке факел, огонь, энергия, очень много силы. Вы проявляете здесь в какой-то степени даже иногда свою мужественность. Вот есть у вас такое. Тут, походу, смотрят еще большинство людей, которые родились в семье или жили в семье, где активную роль принимала мама в воспитании, нежели папа, или вообще отец отсутствовал. Здесь может быть даже выбор каких-то мужских аксессуаров, широкой одежды, фрисайз, или же, может быть, даже вы иногда можете побаловать себя, не побаловать, а одеваться во что-то мужское, мужской ремень, или грубые сапожки, там боты, татуировки, да, что-то такое может быть грубое, или дреды на волосах, да, вот что-то такое, или вот черный камень вот какой-то там, который вот носят мужчины, или, ну, что-то такое мужское есть, что-то есть, проявление какой-то, может быть, детали даже какие-то, но они вот, да, вот еще вот такого мужского. Ну, а вот смотрите, здесь думают, что вот все ждут лучшего времени, что что-то изменится. А вы такой человек, который берет просто и прет напропалую. Вы не ждете, вы сразу действуете. Знаете, даже вот на самом деле вас здесь побаиваются. Не знают люди, какое решение вы можете принять. Здесь вот кто-то как будто бы даже ждет, вот может думать, что вы о нем плохо думаете, что от вас может что-то ему прилететь. Вот, знаете, горит заднее место или проход. Защищается, охраняется вот как-то. Везучая вы. Говорят о том, что у вас как будто бы или покровитель какой-то есть, да, или все вам должны, вот какое-то такое чувство, и поэтому вам в чем-то везет. Или вы себя так преподносите, да, что вам все должны, вот обязаны в чем-то, и поэтому вы чего-то получаете. А кто это думает так? Дама. О вас думает женщина.
Она вас видела в плохих ситуациях, и как вы справлялись с этими ситуациями. То, что вы постоянно выходите сухой из воды или получаете точно нужный результат. Тот, о котором вы думаете, желаете. Остроязыковая. Такая, знаете, дерзкая, но с мужчинами вы, знаете, такая женственная, да, может быть даже. Но вы знаете, чего вы хотите, это точно. Дерзкая. Вот как-то вы ей ответили, не очень, может быть, мягко, но конкретно. Да, дальновидная такая вы дама, и, знаете, у вас очень много на будущее перспектив, как она считает, что такая дама, как вы, ну, точно не пропадет. Вот она не пропадет, она свое урвет, да, тихой сапой, но урвет. Вы знаете, вот она что замечает о том, что вы несчастны в любви, но у вас очень много друзей, например. Или вас всегда поддержат, у вас в любом случае есть помощь зала, звонок другу там и так далее. То есть вы такая, у вас на подмоге кто-то точно есть. Вы не надеетесь на любовь, да, там на своего мужчину, партнера и так далее, да, вы вот, если в случае чего, да, у вас есть еще вот кто-то дополнительно. То есть, может быть, считает вас экстравертом или человеком, у которого много связей, общения какого-то. Но у вас всегда найдется, да, с кем пообщаться, скрасить свой час там и так далее. Вы такая всегда в общении, коммуникабельная. У нее в жизни сложности у этой дамы какие-то происходят сейчас. Развод или разъезд, может быть, судебные какие-то разбирательства, связанные с разводом. Что здесь еще? Мужчина. А вот тут недавняя встреча у вас с человеком. Вы или не так давно знакомы, недолгое время? Или вот, знаете, вот как встретились с человеком или пересеклись, но это недавно. Но человек здесь, подождите-ка, седина. Чуть-чуть есть такая седина, но он очень красивый. Очень красивый, но он такой таинственный, тип мутный, может быть, даже, или такой, которого сложно очень считать. А вы вот как-то, знаете, можно так сказать, с одной стороны, перешли ему дорогу, с другой стороны, вы ему очень понравились, вы симпатичны ему. Но что-то вы сделали такое вот, подлянку какую-то, но это такой женщине, да, на это скидка, вот как-то так. Может быть, даже человек торопился куда-то, давайте так назовем, да, торопился куда-то ехал, и вы здесь переходите дорогу, и он, блин, черт, чего она здесь лезет, и присмотрелся к вам. Здесь вы, знаете, зацепили мужика. Тут вот недавно это было. Вот буквально на неделе, можно так сказать. Блин, здесь у человека такие потемки в голове. У человека даже, знаете, как-то меняется вообще мировоззрение. О любви, о чувствах. Здесь вот как будто бы зажгли вот так вот. Человек постоянно в каких-то действиях, работах, в чем-то находится, крутится, да. Ну, в такой рабочей среде какой-то постоянно. Или все мысли только о работе, там, о делах. И тут раз вы, фея, да, перешли дорогу. Вроде как позлился, но тут сразу и отпустила. Такая красотка. Зацепили чувственно очень сильно. Тут, знаете, еще и
Человек постоянно может думать даже, вот поменялась жизнь его после этого. То есть внутренне он изменился очень сильно. Вот как подобрел, если был злым таким или серьезным стал, да, размягчился вот как-то. Был камнем, а тут мягче стал. Опачки. Да, вот как срезали что-то с него такое тугое или твердое. Вот просто человек на самом деле стал мягче. Человек даже вот улыбнулся, да, вот что-то такое есть. Может быть, здесь даже вот как вы не просто перешли дорогу, может быть, вы посмотрели в его сторону. И человек это очень сильно вот в душе, знаете, вот как погладили по головке. В душе улыбнуло. Но такое чувство, что вот это какое-то пересечение и еще раз будет в вашей жизни с этим человеком. А ну-ка, кась. Нужно только немножко подождать. А вы можете даже сами провести практику, призвать данного человека. Да? Объявись, тот, кто в меня влюблен. И вот реально дорожки это ваши сойдутся. Сойдутся. Но сойдутся в тот момент, когда вы будете в чем-то грустное ходить. Но вы не будете об этом даже думать или не будете собраны на тот момент, в тот день. Вот как-то так. Он о вас сейчас даже думает, смотрите. Он сейчас вспоминает, вот он постоянно, да, в постоянном таком этом ритме вспоминает вот этот вот пересечение ваших дорог. Может быть, даже здесь не было вообще общения, просто пересеклись взглядами. Вот такое бывает, да. И вот здесь именно пересечение этих взглядов. Вы очень нравитесь. Такое чувство, что за этим мужчиной бегают много женщин. Притом, да, вот здесь может быть человек, да, старше вас, но он очень красивый, привлекательный. И я бы еще сказала, знаете, вот вы в чем-то даже с ним внешне можете вот вы красивый, он красивый, это как красивая пара. Кстати, у вас есть даже шансы, я говорю, у вас вот если взять по 10-бальной шкале 9 из 10, что вы пересечетесь, вот это точно. Еще будет встреча. И вот такое чувство, что да, вы будете общаться с данным человеком. Но вы здесь будете включать такую женскую гордость свою. Да, на тот момент вы будете какая-то грустная, печальная, даже вот психовать в чем-то, злиться. И вот когда вы будете общаться, здесь такое чувство даже идет, да, что да, вы здесь будете говорить, что вот я тебя где-то видела, он тоже. Знакомое лицо ваше. Здесь даже, вот смотрите, да, здесь может быть на постоянной основе будете встречаться с человеком. Может, и сойдетесь. Угу. Здесь может образоваться пара. Может образоваться пара. Здесь от вас все зависит, только от вас. Дадите вы ему шанс или нет. Вот так. Сразу говорю, вот как вы снова встретитесь, у него здесь вот глазки загорятся. Здесь будет большое желание с вами дальше общаться. Такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.